Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Сегодня у нас начинается рыбалка. Пришла весна в Якутию, и поэтому в многих деревенских селах начинается традиционная рыбалка куюр. И нам сегодня посчастливилось побывать именно на такой рыбалке. Сейчас я нахожусь возле села Табага, Мегино-Кангаласского района. Вот, посмотрите, здесь уже идет у нас процесс выдолбки. Так, здесь вот у нас, посмотрите, Григорий, всем нам знакомый, Алексей приехал из Табаги. Это озеро называется Эбе, да, Табага Абете, то есть бабушка по-якутски. Да, это утешительно-ласкательное название. Уменьшительно-ласкательное. Вот сейчас самое интересное будет, да? Поле. Ух ты! Караси выскочили из-под льда. Ого! О, смотрите, караси выскочили. Баба. Так, здесь вот Иннокентий, Александр одну. Вот. Иннокентий вчера принял участие в республиканских соревнованиях, да? Занял второе место по прорубке проруби, да, я так полагаю? А еще какие там были номинации? Много, да? Вот. Это республиканские соревнования. Вот Александр у него сейчас проходит мастер-класс, да? Да. Обучение, да? Конечно. У профессионала, да, я так полагаю? Чемпиона. У чемпиона республики проходит этот, да, обучение. Ну расскажи, Александр, что тебя больше всего удивило в этом процессе? Тяжелый труд. Тяжелый труд. Понимаете вы? Очень тяжелый, да? Да, конечно. Ясно. Ну хорошо, давайте. Продолжайте трудиться. Вот. Главное, нигде в мире так рыбу не ловят. Да, главное, что нигде в мире так рыбу не ловят. Александр, будешь интервью давать? Не, я не рыбак. Ясно. Вот. Давайте здесь посмотрим. Так, Блигин, сейчас что делает? Расширяем, да? Прорубь, да? Вот под таким. Угол, под этим, да? То есть воронка. Форму воронки. Форму юбки придаем. Да. Вот так должна выглядеть. Так, это нижняя часть. Вот такая. Да. Вон, видите, какая система. Вот. То есть она должна расширяться не отсюда, а чуть внизу, да? Понятно. Нижняя часть. Так что смотрите. Так, а тут глубина сколько под льдом? С нижней под льдом полметра всего где. И сразу начинается тина, да? Ну этот. Грязь. Ага. Ну-ка. Чтобы это свободно крутилось. Ага. Отлично. Друзья, вот такая погода. Сегодня у нас начался небольшой ветерок. Поднялся. Вот, смотрите, ребята все приезжают, кто на чем. Даже вот на лошади приехал Алексей. На своей, так сказать. Смотрите, такая лошадка вот у него. Вот. Видите, вот. Стесняется нас. Все, пробили, да? О,
Первые рыбы пошли. Ну, стоит Подоранди. Здесь очень близко дно. Очень близко дно, говорят. Да. Вот, сейчас мы у Григория спросим маленько интервью по снастям. Григорий, расскажи, что это за сачок? Бабочек ловить или что это? Это куюр, да? Это коя. Ага. Это из дерева все делается, да, я так понял? Дерево и веревка. Никаких гвоздей, да? Нет. Ну, Onlar bu tuğu bulduğunu lütfetti. Onun çevirmeye soktular. ножом. Mutlular. Дырочки ножом делались. Сверла нету. Древних народов. Göreceğim bu. А, это тюрень. Ага. Bu manavla bu manava bu makı. Bu Ага, makı yani. ага, Bu ага. makı. Otomolla bu koya diyen bu. Ага. Bu kuyura gider. Leska. А, куюр это само вот этот сачок называется куюр. Bu leska. Леска это. Ну, это уже современная леска. Раньше. Uruk'tan bana kolundan oğurlar. А, Konskim. конским этим хвостом, да? Onun oğurlar. Из волоса конского хвоста делается. Hatta bu anlık canlar banlık. Ну, современный, конечно, практичнее, лучше леску. Да. Ну, а так, технология изготовления все осталось на древнем уровне. Вот, посмотрите. Можете готовить, Про попробовать. законы расскажи новые. Новые законы. Ну, новое законодательство, что там? Есть, да есть, что. Идиотские. Ничего не сделаешь. Hani tuhta registrasyon tehta. Должен зарегистрировать свое. В городе Якутске, В Москве. в Москве, да. Да. Через госуслуги. Ну, в принципе, это можно сделать. На каждой бирка должна быть. Это не сложно, конечно. Вот, друзья, посмотрите, вот такая вот снасть. И палка, вот эта доска с этой, называется коя, да? Сейчас рыбнадзор тюрей, подъедет, тюрей без называется. документов Отберут, да. Вот такая вот снасть. Ну что, давайте посмотрим. О, первые карасики пошли. Ух ты, какой карасик. Вот. А? Карасики, о. Там где-то еще один закопался. Еще поджечь можно же, да? Гореть будет. Вот еще карасик. О! Два даже. Хоп. Хоп. Так. Григорий, вот как их готовите, карасиков таких? Собакам. А, собакам, да? Крупнее которых только готовите, да? Так, собакам отбираем. Вот сейчас скоро процесс начнется. Куюра. Вот, посмотрите, как делается юбка под углом. Вот так сушится пишня. Вот, чтобы она не замерзала. Видите, совсем сухая. И это все ручка протирается. И
О, уже первые крупные рыбы пошли. Посмотрите, вот уже более покрупнее пошли экземплярчики. Хорошие экземплярчики. Так, доверяют честь Александру. Почетная честь Александру доверяет крутить. Где ставите? Oğlum onlar yühenne yakanadı. Allah ya kasır kana gel bu tane. Badarana ye. Saya cewek kanda rembo hiç. Mandık ki. Bu araba atıyor da. Bu bana musanyan tora. Musta. Ha ne tuttuk. Mustu mastu var. Bundan tarih gidin yani. Bu musa bu bana acayip tora. Видите, как это? Так, ребята выясняют, что там на дне. Александр поймал уже одну карасика. На. Muhum Allah pakaya bu iyice var abi. Pakavada. Льды хорошо. О, льды вышли, все. До конца не дочерпали просто. Вот это глыбы. Ahmet bana tam Yeni allara kire kırılı alır böyle. Çok kadar süreci kırmamıştı. О, привет. Bu dinle kameraya ulak diye bitireceğiz. Var kaç diyor. Bitti. Kimden bitti? Александр крутит куюр. Александр, расскажи, пожалуйста, как часто ты рыбачишь на куюр? где-то раз в год. Раз в год, но регулярно, да? Только у Гришки. А, у Григория, да? Когда в гостях. Сколько у тебя получается самый большой улов? Сколько ловил за этот? Вытаскивал за один куюр? Было где-то штук 15, что ли. Максимально, да? Ага, это мало. Они крупные, нет? А мелкие были, Мелкие были. да? А вообще крупные ловятся, нет, на... Ну, у меня никогда не попадались. По крайней мере. А сейчас вот какой-то запах появился. Это от чего? От того, что ты крутишь, да? Запах Сероводород. сероводорода выходит, да, из озера. Вот. То есть ты крутишь прямо сейчас, получается, грязь, да, вот месишь, землю, да? Ну да. И там вот караси прямо в грязи вот и лежат, да? Ну, вроде бы. А вес чувствуется, когда крутишь уже как будто? Хамсы гитарды, что? Bu da takar yaşka bana. Allah bu da allara elini kire. Muşka şiyor mu? Иди выйди. Biterini Тухам-то хапторона улын. Что-то выловил вот Иннокентий. А, Надо ли бедить? говорит, мужская сила. Это надо съесть, да? И к жене ехать, да?
Алексей, как готовите этого карася? Как готовите? Хорошо, что ли? Ну, Ну, обычно жарим. жарите? Средний размер, да? Обобщенно. Вот которых на куюр поймали, да? Ага. Ну, как на кувир тоже мелкие попадаются. Но из них разные бывают. Котлеты иногда делают, когда рыбы нету. Ага. Иногда бывает вообще рыб мало, мелкие только. И собакам. Собакам. Ага. Хорошо. Сейчас и посмотрим. Сейчас и посмотрим. Ну, видите, нет моста. Так, начинается выемка куюра. Причем прямо надо с тюреем вытаскивать. Оба-на! Вот это улов, слушай. Ох ты, вот это хороший, слушай, да? Вот это да. Вот это залазки. Вот это, Александр, ты рекорд побил, собственный. Только что. Вот это да, хорошие карасики, слушай, вообще. Надо приехать рыбачить, ребят. Ой. Вообще красота. Вообще еще дерди, ну вообще еще дерди. Бо, ого, иди. Вот это да, друзья. Вот это улов, так улов у рыбаков. А? Ого, меня, ребят, с перчатками его. Так, сейчас у Алексея возьмем интервью. Вот чем дольше крутишь, тем больше рыбы получается, да, или как? Ну, сначала надо это помедленнее. Это вниз спускать. Вот. Потихоньку вниз опускать, да? А потом обороты добавлять и вот, это, вот пошире надо крутить. Чуть. Ага. Вниз. Радиус увеличивать, да? Радиус увеличивать. Водоворот получается, да? Сзади вот с одного места это, вот, туда направить. Закон физики, вот как крутишь, да, вот он приближает и потом, когда вытаскиваешь, тоже это чуть помедленно надо крутить. Ага. Видите? Вот надо вот так видеть. Так, друзья, а у нас вот наш якутский карась считается самым питательным, вот, поэтому если вы будете приезжать в Якутию, обязательно попробуйте якутского карася. Я всегда своим гостям предлагаю жареного карася. О, здесь тоже, смотрите, выемка произошла только что. Хорошие тоже. Ну здесь поменьше вот, ага. Мало хороших вот. Смотрите. Вот такие вот. Вот. Даже есть совершенно маленькие вот такие вот карасики. Улитка есть. Вот. И вот, друзья, вот каждый день вот сюда приезжают новые рыбаки. Сейчас вот подъехало 2 машины. Прям при нас все смотрят.
И, собственно, определяет, намечает все места для рыбалок. Кто-то будет сейчас рядом с ними, так сказать, оббуривать. Кто-то захочет поодаль. Так, давайте дальше возьмем интервью у Алексея. Алексей, сколько можно вытащить вот таких вот, так скажем, выемок? Вот прорубь, с одной проруби. Иногда бывает куль. Куль можно вытянуть, да? Ничего себе. Когда вот и рядом, вот воды мало, да, рядом надо вот. Вблизи 3-4 человека вот так рядом. Ага. Это, прорубь делают и начинают крутить. Тогда вода вот так у них, как это, вот, рыба поднимается. Ну, создается больше движения воды. Движение, и рыба вот с этого. Сила начинает подниматься. Во-во-во, правильно, да. Потом море хотя. Поэтому, друзья, это в большей части коллективная рыбалка. То есть, чем больше прорубей рядом находится, чем больше людей куюрит, тем больше получается водоворот воды, который затягивает рыбу. Александр, расскажи, со скольки лет куюришь? Ну, как сказать, начал с детства, потом, Со скольки лет? ну, лет 10. В 10 лет начал куюрить сам. Да, но с отцом вот ходил раньше. Ну, так, узнавать. Отец тебя научил, да? Да, такую затею. Ну, а потом особо не занимался. Да. И вот сейчас решил заняться, да, куюром вплотную. Да, Каждый год куюришь, да, приезжаешь? за компанию, вот, с друзьями. Ага, выход на природу в первую очередь, да? выход на свежий воздух. Общение, да? Конечно. Ну хорошо. Самое главное. Да. То есть ты не профессионально этим увлекаешься, да? Просто. Понятно. Сейчас уже вытащил, да, одну? Да, вот лежат. Сколько поймал? Сколько было там? Немного, да? Да, немного. Вот там первый выход. Ясно. У тебя своя методика, да, вращения получается? Ты маленький этот делаешь, да, оборот? Конечно, разное. Кручу. У всех по-разному, да? Да. Ладно. Так, вот Алексей выловил. Собачка уже наелась рыбой. Две крупные есть. Ну-ка, о, смотри-ка, вообще классно. Свежие карасики. Так, вот так сушится куюр. Куюр вот так сушат, смотрите. Вот. Об снег вот так вот все чистят. Вот. Ух ты, ребята здесь пробили лунку, прорубь, и вот сразу крупная рыба вылезла. Это что означает? Хороший признак, да? Да. Что здесь рыба есть. Рыба будет, ага, вот. Посмотрите, какой хороший карась вышел сразу, вот. Вот ребята приехали сразу, подсказали, что здесь в прошлый раз ловилась более крупная рыба. И сразу ребята оттуда ретировались сюда.
То есть, еще раз говорю, что это рыбалка коллективная, поэтому выгодно, чтобы больше людей возле тебя прорубали проруби и крутили. То есть это наоборот выгодно всем. Поэтому здесь немножко отличается от любительской рыбалки тем, что здесь выгодно говорить, где рыба, рыбные места. Вот. Вот, посмотрите, вот под углом прорубается. Тем самым создается юбка. Как перевернутая воронка будет затягивать рыбу. Вот. Вот так работает пешня у ребят. Иннокентий Артемович, вот посмотрите, чемпион республики по прорубке льда, в республиканском чемпионате. Вот посмотрите, он лед, который сухой, его подальше откидывает, подалее, а который мокрый лед будет, его уже будет близко кидать. Так что вот так вот, друзья. Так, Алексей здесь рыбачит на старой проруби, да, чьей-то. То есть так тоже можно, да, делать? Иногда здесь повторно можно ловить, да? Ну-ка. Так, сейчас здесь вот Григорий нам показывает фокус с поджиганием воды. Смотрите, горит. Горит. Только он умеет. Да. Только он умеет. Фокус с поджиганием воды. То есть на старых чьих-то прорубях тоже можно, да, вот так вот? Еще весной, когда потеплеет, да, на старых вот лучше. Лучше даже становится, да? Когда рыба движется. Может, потому что кислород как бы попадает, и рыба подходит ближе к старым прорубям. Как ямка она становится, когда вот на старой. Ага. Туда. Да. Вот, друзья, поэтому рыбалка приносит пользу, наоборот, потому что рыба дышит воздухом. Все равно, вот когда они прорубают прорубь, получается, воздух туда все равно попадает с водой. И тем самым, да, и поднимает ил, еду поднимает, кормовую базу. Все равно всю рыбу на озере никак нельзя выловить. Озеро огромное просто, громадных размеров. Длину сколько? 3 километра, да? Длину 3 километра. Длину 3 километра озера, представьте себе. Вот. 1,5 километра, наверное. Да, и ширину, наверное. Да. Вот это третье по величине озеро с населенным пунктом. Как я стал чемпионом? Да очень просто. У меня есть друг Прокопий. Он всегда был чемпионом в этом виде. Много лет он держал позицию. Но однажды, в 2010 году, в Салданском селе Сырдах прошли соревнования по куюру на призы Маягата Берг. Там-то я и стал призером соревнований.
том числе и победил Прокопия. Во всех 3 номинациях причем стал чемпионом. Тем самым я одел все 3 медали этого соревнования. Мне 75 лет, и я продолжаю рыбачить. Сегодня вот приехал с другом на рыбалку. Через 3 дня у меня соревнования по настольному теннису. Этим видом спорта я тоже увлекаюсь. Более того, я сам провожу турнир по теннису в селе Моя, Мегана Кангаласского Улуса. Это замечательно. А как ты поступишь с выловленной рыбой? А как с ней еще поступать? Сварю ее. Так, вот, смотрите, Алексей на старой проруби, посмотрите, вот, вытащил только что. Неплохо так вытащил, посмотрите. Неплохо, неплохо. Такие средние есть вот. Если учесть то, что здесь люди уже рыбачили до нас, то вообще хорошо получилось со старой проруби. То есть сильно не надо прорубать новую. Чью-то старую подновил и все. Будет интересный Влади. Аңғаттан қостулары. Это блин уже қостаныр ерді. Почему югандикте? Так, Василий здесь. Сейчас вот новая прорубь сказали. Это прорубь, он прорубил и сразу вон крупные вылезли. Вон, посмотрите-ка, крупная рыба вылезла отсюда. Да, это значит хороший уже хороший признак того, что здесь хорошие залежи карася, да? Лёшка карася хорошая. Лопату не вмещается. Видишь, пытался поймать, он не вмещается. Ну а самый крупный карась вообще какой был? Самый крупный? Ну. Вот такой, да, самый крупный. Не крупнее, да? Крупнее не бывает. Большие есть, да? Ну летом на сетку, наверное, да? Нет. На куюр тоже попадаются, да? Чё себе? Ну давайте посмотрим. Будем посмотреть. Ох, сейчас, чувствую. Смотрите, как быстро. О, вот это да! Вот это да, друзья! О, вот это вообще хороший. Григорий сразу хороший берет. О, отлично вышло. То есть там еще можно черпать, да? Еще можно, да, куюрить? Здесь. О, смотри-ка, жук. Выдерни. Чего? Жук, плавунец. Большой, огромный такой. Вот. Гальян есть мелкий. А гальяны тоже есть, да? Вот лежит гальян Чекановского, да? Делали не менее муна, слабка. Легкая, Влади. Гальяна отпустим, давайте, сказали. Амнистировать ее. Вот гальянчики вот такие. Гальян Чекановского. Так, Григорий сам профессионал крутит. Не выдержала душа. Дайте-ка я вам покажу мастер-класс, говорит, да? А то что-то совсем мелких вытаскиваете, да? Да. Так, сейчас Григорий сам профессионал вынимает, выемку делает. Куюра. Это вторая выемка, получается, с одной лунки проруби.
Вон один есть хороший. Один хороший есть. Там один такой нормальный. Выпал. Крючок. Да. Вот ребята нас угостили рыбой. Вот. Спасибо Алексею, Григорию, ну и ребятам всем. Акентию, Василию. Вот. Он двум пожилым. И вот так вот, дорогие друзья, в течение буквально часа ребят поймали вот столько карасей. Буквально вот очень простым методом. Называется куюр. Якутский национальный вид рыбной ловли. Сейчас у нас фотографирование. И нам уже нужно ехать домой, в город Якутск. Поэтому я рад, что мне удалось побывать в такую чудесную погоду, в таком водоеме, с таким дружным коллективом. Вот. Спасибо ребятам. Ставьте, друзья, ваши лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Всем хорошего настроения, всем спасибо, всем пока.